Старт дан. Примерный показ на легендарной сцене Малого театра. Спектакль «Пастух Махас» по новелле Фазилия Искандера, история в которой абхазский колорит, философская притча и тонкий юмор сливаются воедино. История внешне проста. Тихий пастух Махас мстит за поруганную честь дочерей. Но на сцене это разворачивается в мощное многослойное действо. Это не кричащая мелодрама, а глубокое, сдержанное, а того еще более сильное высказывание о главном, о достоинстве, о клятве, о той самой непреложности традиции, которая становится стержнем личности. Режиссер постановки Олеся Невмержицкая очень тонко прикоснулась к материалу. Можно сказать, спектакль был поставлен в полноценном соавторстве с Искандером. А что касается античных героев, то я долго думала, потому что к этой новелле мне казалось, что нужна какая-то вертикаль. В общем, я начала искать Грецию, очень долго искала ее, что-то греческое, что-то Платона, диалоги. В общем, ходила я очень далеко, а потом в результате нашла это все у Фазилия Искандера. Там же у него есть такая маленькая пьеска, рукопись, найденная в пещере. Он сочинил эту историю, как бы сделав ее как будто бы это было когда-то, да, как миф, как такую некую легенду, но на самом деле это просто сочиненная им история о том периоде, когда Сократ сидит в тюрьме и ждет казни, и приходит человек из Апсилии, то есть из Абхазии, и приглашает его избежать казни и уплыть вместе с ним в далекую Апсилию, то есть Абхазию, и таким образом спастись. И вот этот вот, как сказать, и автор единый у этих двух произведений, и страна, и как бы все вместе совпало. И как выяснилось, когда я стала читать, я была поражена, что и тема тоже как бы совпадает. Успех спектакля всегда рождается на стыке текста, режиссуры и актерского чувства. И особенно важно ощущение самих артистов, их связь и с материалом, и с залом. Актриса театра Ирина Делба поделилась тем, что значит для труппы эти московские гастроли и в чем, по ее мнению, секрет универсальности искандеровской истории. Ожидание праздника, ожидание счастья, каких-то положительных больших эмоций, потому что мы весь год ждали этой поездки. И вот наконец-то она произошла. Спектакль «Пастух Махас», где можно посмеяться и поплакать, увлечься событиями и замереть в ожидании развязки, задуматься о своем и развлечься, получая колоссальное удовольствие от настоящего театра. Но это, как говорят в театре, только первый акт. За 4 дня гастроли Росдрам представит в Москве всю палитру своего репертуара. От русской классики до магического реализма Маркеса в постановке «100 лет одиночества». И это не случайный набор, а продуманная программа, которая показывает лицо современного абхазского театра. Мы очень дружим с Малым театром и даже, можно сказать, уже породнились с Малым театром, потому что в следующем году в Щепкинском училище оканчивает обучение целевой курс для нашего театра. И в наш театр приедет целая новая молодая плеяда актеров Щепкинской школы, школы Малого театра. Поэтому для нас очень важно, что мы в Малом театре сегодня открываем наши гастроли. И еще, получается, 3 дня мы будем здесь. На самом деле, достаточно уникальная, мне кажется, программа и набор спектаклей. И здесь, на сцене Малого театра, мы можем показать наши спектакли большой формы. Не все то, что мы можем показать, скажем, в театре на Страстном. Здесь сцена позволяет это сделать. Поэтому привезли эти большие масштабные спектакли, которые очень любят зрители в Абхазии за ее пределами. Культурный мост между Москвой и Абхазией, выстроенный из искандеровской прозы, тургеневской психологии и абхазской души, открыт. И, судя по сегодняшнему вечеру, по нему готовы пройти очень многие. Руки красные, видите, сорвали все аплодисменты, просто на бис вызывали. Даже еще слезы, особенно последняя акапелла, просто фантастические. Были буквально 3 месяца назад на этом спектакле в городе Сухум. И даже не сомневались, когда узнали, что ребята приезжают с гастролями в Москву. Первым делом, мне кажется, мы купили одними из первыми эти билеты. Раз в полгода мы стараемся приезжать в город Сухум, и наш каждый отпуск не обходится без посещения Росдрама. Сильная постановка, чувствуется глубина, и мне очень понравилось, что показано мужество мужчин, мужество принять решение, мужество дать клятву и мужество воплотить это в жизни, не побояться, не отступить.
Я честно скажу, я не так часто хожу в театр, мне далеко не каждый спектакль заходит. Но этот театр мне нравится глубиной и тем, что они несут вот такую классику, действительно не искаженную, без, скажем, в кавычках, авторского прочтения. Я большой фанат русского драматического театра. Всегда, когда приезжаю в Абхазию, его посещаю, сегодняшняя постановка произвела большое впечатление. Я не думал, что настолько можно до глубины души раскрыть такую тему, которая, с одной стороны, тебя делает твое настроение печальным, но потом за счет столь тонкой постановки дает тебе возможность и посмеяться. Каждый раз мы ходим в ваш театр. Да, потрясающая группа, актеры. Проект «Большие гастроли» – одна из ключевых программ Министерства культуры России, которая открывает дорогу лучшим коллективам. О том, какое место в этом плане занимают гастроли Сухумского театра и что они значат сегодня, нам рассказал представитель Росконцерта Владимир Черкасов. Если мы говорим про большие гастроли, собственно, по этой программе этот сегодняшний наш гость Москвы находится здесь. Это большие гастроли, зарубежное направление и Сухумский драматический театр в Москве на сцене выдающегося театра России, Малого театра. Это первый раз, когда этот театр, я думаю, он очень хорошо представляет лицо современной, так сказать, республики Абхазия, поскольку у него уже есть, у этого театра, свой зритель во многих регионах России. Поэтому я думаю, что он сегодня и в следующие дни в Москве представит республику Абхазия только с хорошей стороны. Пастух Махас задал высочайшую планку. Это не просто гастроли, это возможность показать Москве живое дыхание театра. Пастух Махас доказал, что настоящий театр – это не про место на карте, а про состояние души, про то, как история может стать зеркалом для каждого в этом зале. Гугуца Вардания, Абхазское телевидение.